Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Любовь на пороге. Кто готов войти в вашу жизнь? Кто хочет и готов войти в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, как вы друг к другу тянетесь, смотрите. Кто готов войти в вашу жизнь, кто хочет войти в вашу жизнь, тот, кто вам нравится. Вот нравится вам этот человек, вы на него тоже посматриваете, либо у вас уже общение с этим человеком, может быть переписка, может быть заочное общение, да, в интернете общаетесь, может мужчина живет в другом городе, либо вообще в другой стране. У кого-то отыграет, что мужчина вот где-то рядышком, и вы уже с ним познакомились, либо только лишь хотите познакомиться, но явно вам этот мужчина нравится, он нравится. У кого-то еще отыграется, что прям чувствуете, что влюбляетесь, да, пропадаю, влюбляюсь. Это все очень взаимно, видите? И еще тут такие знаки, вот как будто бы со стороны мужчины и с вашей стороны, вот как ангелы вас друг к другу подталкивают. Ну, типа, ребят, вы такие красивые, вы такие славные, вы друг к другу подходите. Ну, давайте, сходите, да, создавайте семью, рожайте детей, любите друг друга, будьте счастливы. Да, интересно так показали, да, ангелы подталкивают, мужчину прям сильнее подталкивают, вас послабее. Вот, ну, я так понимаю, что для этого мужчины вы гораздо, ну, как, более важная женщина, чем он для вас. Хотя тоже, знаете, вот взаимно. Не идет, что это все взаимно. Кто вам нравится? Признавайте, кто вам нравится. Вот именно этот человек и хочет и готов войти в вашу жизнь. Еще раз говорю, даже если вы еще не общаетесь, но симпатия уже есть, и она взаимна. Вот. Ну а если общаетесь, то, в принципе, так все понятно, да? Вот именно этот человек и готовится. По поводу этого человека у вас есть некие опасения. То ли вы мало о нем знаете, то ли человек действительно еще не раскрылся. А если это мужчина в интернете, то пойди знай, кто он такой, да? Там что угодно про себя можно наговорить, и, в принципе, все можно скрыть. Ну, не поедешь же к нему туда, не будешь наводить справки, там, не затребуешь паспорт. Особенно если иностранец, да? Ну, немножечко так волнительно, переживательно. Говорит ли он вам правду? А есть ли у него там какие-то другие отношения? Одна вы у него, либо вас много женщин, с кем он там общается. Но вот показано, что вы зря волнуетесь, и мужчина с вами прям предельно честный и откровенный. Вам, скорее всего, очень повезло, да? Вот попался такой редкий тип мужчин, которые не приемлят вранье. Да, он может что-то не говорить, но не врет, он не врет. Вот если он говорит, что он не женат, он не женат. Если он говорит, что у него нет детей там на стороне, их нет. Если он говорит, что он сейчас один, значит, он один. Да? Вот как бы он вам правду говорит. Здесь нет каких-то прям страшных тайн. Вот все, что он вам сказал, это правда. Вот. То, что говорит о своих чувствах, это правда. То, что в жизни у него происходит, это правда. Он вам правду говорит. И, кстати, он надеется, что вы ему тоже правду говорите. Ну, по крайней мере, он в это верит. Да, может быть, вы особо тоже ему там про себя еще ничего не рассказали. Вы для него такая, знаете, птичка счастья. Вот как он сам себе поверить не может, что счастье между вами возможно. Что такая девушка, как вы, женщина, как вы, даст ему шанс. Он очень критично к себе относится, он считает, что он не красавец, считает, что он там не какой-то там
суперзвезда, да, качок, там, фигура, статус, положение, ну, типа, я обычный мужчина. И вот ему сложно поверить, что такая прекрасная женщина может на него внимание обратить, либо обратила внимание. Для него такая, знаете, роковая женщина, очень прекрасная, вот как райская птичка, экзотическая птичка. У него не было таких женщин, да, не было опыта с такими женщинами. У него все женщины были гораздо попроще, поскромнее. Может быть, он даже боялся красивых женщин. Какой-то мужчина, знаете, не уверен в своей мужественности, не уверен в своей красоте. А может быть, такое воспитание было, да? Поэтому вы для него прям что-то невероятное. Вот мне почему-то еще идет как иностранец. Мужчина-иностранец, либо мужчина из провинции, либо мужчина, который... может, он военный в прошлом, да, у него особого-то и опыта с женщинами не было. Обычно они же там в этих гарнизонах живут, да, какие там женщины, жены офицеров, разве что, да, там как бы особо выбора-то и нет женщин, да. Вот. А если иностранец, то, скорее всего, вы для него, ну, действительно очень экзотичный и очень красивый, там за собой ухаживаете, очень свежо, молодо выглядите. У вас всегда там нарядный вид, ну, по его мнению. Ну, вот какая-то вы для него вот прям необычная, неземная. И хочется, и колется, да, и страшно, и страшно. Такой, ну что я могу дать такой прекрасной женщине? Чем я могу ее заинтересовать? Да, надо стараться, надо там быть каким-то на голову выше. Да, много переживаний. У вас переживания, правду ли он вам говорит, а у него переживания, что вот вы его не выберете, да, слишком вы шикарная для него, а он какой-то, ну, простачок для вас. У кого отыграется, что вы рядышком находитесь, ну, допустим, вместе работаете, либо вместе учитесь, то тут мужчина очень скромный, вот реально скромный, не разбалованный. И у мужчины, возможно, были отношения, но отношения, которые, давайте скажем так, по глупости, либо отношения как, типа, у всех есть отношения, и у меня пусть будут, да, то есть как отчаяние, от скуки, скорее всего, да. Вот. Кстати, еще у кого-то отыграть, что у мужчины может быть ребенок. Ну, вот, как я говорю, по глупости, да, люди там переспали, и женщина забеременела, мужчина порядочный оказался. Он такой, ну что, женимся, да. Любви-то особой нет, но ребеночек же будет, да. И вот они попытались, попробовали, вот никому не понравился этот брак, и люди разошлись. Но если есть ребенок, то ребенка очень любят, очень ответственно участвует в жизни ребенка, в воспитании, в содержании, в помощи. Это вы должны знать. Хотя я думаю, что он вам об этом честно и скажет. Скажет, ну вот я не один, у меня есть ребенок. Вот. Ну, что есть, то есть. Кстати, это очень показательно, если у вас с ним будут дети, либо у вас есть дети от предыдущего брака, то мужчина будет очень активно участвовать в жизни ваших детей, никогда не будет делить, где его ребенок, а где ваш ребенок, да. Вот он как бы хороший отец. Мне вот четко, что он хороший отец. Или из него получится очень хороший отец. Да, вот он прям рожден для того, чтобы быть отцом, воспитывать детей. Хороший знак на самом деле. Это хорошая характеристика. Так, по поводу чего? Финансов хочу вам сказать. У мужчины очень крутые перспективы. Тут либо будущий какой-то крутой бизнесмен, либо какой-то топ-менеджер. Вот прям верхушка сливки, да, золотом запахло. Человек, которому суждено сделать очень крутую карьеру, возглавлять, руководить, управлять, ну, как говорят, лопатой деньги грести. Вот это его судьба, это в его карме, это в его гороскопе, и он для этого рожден. Вот еще раз повторяюсь, да. Вот, может быть, сейчас он очень, ну, скромный, да, скромную должность занимает, либо работает вот где-то там в серединочке, да, в среднем звене. Но у него перспективы просто сказочные, я бы даже сказала блестящие. Поэтому, с другой стороны, я вижу, что вы такая не меркантильная, вы не будете ценить человека по его достатку, а скорее вы будете ценить человека по его задаткам, по его уму, да, по его способностям. Ну, мудрая, да, мне идет, что вы мудрая женщина, что вы в таких вещах разбираетесь. Вот, будущее у него шикарное. Сейчас у него могут быть перебои с деньгами, либо, ну, как бы есть деньги, но не какие-то миллионы, миллиарды.
Вот. Он сам по себе такой нетребовательный в плане денег, но любит хорошее качество. То есть такой человек, он лучше там скопит и купит что-то хорошее, чем он будет тратиться на какую-то ерунду и потом выбрасывать. Знаете, вот есть такая поговорка: мы не настолько богаты, да, чтобы покупать дешевое. Вот, и он приблизительно по такой поговорке живет. Одежда у него добротная, качественная. Может быть, не самая модная, но тем не менее. Вот такая, знаете, носибельная, прилично выглядит. Вот. То же самое там с автомобилем. То есть он не будет разбазаривать деньги, он не будет тратиться на всякую фигню, он будет покупать что-то конкретное, добротное и такое, что вот в пользу, да, в пользу долго можно пользоваться. Практичный, да, вот он практичный. Он практичный, но без фанатизма. Знаете, бывают такие практичные, что там бутылки собирают, хранят там всякие кулечки, пакетики. 2 раза чайный пакетик заваривают, а то и 3. Нет, это не про этого мужчину. Так, он готов войти в вашу жизнь. Он уже давно готов войти в вашу жизнь. Знаете, вот мне идет, что вы ему понравились задолго до того, как он вам понравился. Даже если вы познакомились на сайте знакомств. Да, может быть, давно там ваш профиль просматривал, а может быть, где-то случайно когда-то увидел вас, не знаю, на отдыхе за границей, может быть, в соцсетях увидел. А может быть, вы ему приснились. Здесь у мужчины, кстати, знаки экстрасенса выходят. Может быть, он и не будет полноценным экстрасенсом, но чуйка у него есть. Вот. И как в образ ваш влюбился еще задолго до того, как он вам понравился, да, либо вы его увидели. Что касается вас, вы хотите полюбить, но есть какие-то опасения. Вот мне идет, что у вас был такой тяжелый, трагичный опыт. Опыт, когда сердце просто рвалось на куски, когда вы ничему не были рады, и вот хотелось все вот из памяти стереть и забыть. Тут могли и обмануть, предать, и абьюз мог быть. В общем, давайте не будем это ковырять, да, не хочу, чтобы вы расстраивались, вспоминали, это ни к чему. То есть вы готовы, вы хотите, но побаиваетесь, да, вы побаиваетесь, что вот опять влюблюсь, а кажется, что все это болью обернется, да. Вот есть у вас опасения, поэтому, скорее всего, и сомневаетесь, что он там правду вам говорит, либо что он там скрывает что-то может от вас, да, вот какие-то мысли такие есть. Не хочется обжигаться, хочется опять вот на те же грабли наступить, да, это есть. Я даже скажу, что у кого-то из вас отыграется как испуг. Испуг именно мужчина напугал. Мужчина напугал именно какими-то резкими действиями, поступками, да, вот испуг именно от мужчины. Я бы на вашем месте выглядела, по крайней мере, лишним не будет. Кстати, у кого-то еще может быть история даже не ваша, а история, допустим, вашей мамы, либо история подруги, да, вот как какой-то испуг мне идет от мужчин, да, может, папа у вас буйный был, там любил рукоприкладством заниматься. Может быть, какой-то пример вы видели, да, там у подруги что-то плохое случилось, а вы переживали как за себя. Поэтому боитесь. Но этот мужчина будет вам доказывать, не словом, но делом будет доказывать, что он достойный и что он вас точно не обидит. Он такой характер покладистый. Вот мне идет такой покладистый. И знаете еще, что у него есть? Вот есть люди горячие, которые вот загорелся и давай лбом в стену биться, да, пока лоб не разобьет, пока стена не треснет. А этот мужчина нет. Он такой более конструктивный, и он, вот если есть сложная задача, он посидит, подумает, прикинет, придумает, да, попробует. Ага, не получилось, значит, с другой стороны зайдем, да. Вот нет у него какого-то нахрапа, нет у него какого-то вот этого оголделого состояния. Очень, очень спокойно он все делает. Поэтому у него, кстати, и реализация очень крутая вышла. Этого мужчины, если поставлена задача, то он своего по-любому добьется. Не мытьем, так катаньем. Но без фанатизма, опять же, без жертв, без какого-то надрыва, да. Вот здесь он молодец, очень такой сдержанный, выдержанный, я бы даже сказала. Еще здесь показано, что он вас уговаривать будет. Только я не могу сказать вам точно, уговаривать войти в отношения,
либо уговаривать, например, пойти на свидание, может быть, где-то встретиться. Вот на ближайшее будущее идет, что он вас будет уговаривать, на что-то будет уговаривать. И прям будет очень настойчиво уговаривать. Лично, по телефону, по переписке, не знаю, видеосвязь, да, но он будет вас уговаривать. И вот что-то он такое будет произносить, что будет ему засчитываться, да, вот у вас это плюсиками будет отражаться, что вот молодец, не давит, но не отступает, да, вот как-то вам понравится, вообще понравится его стиль общения, подход к женщинам. Прям такая скажете, да, хороший вариант, не зря ты мне понравился, как убедитесь в этом. Да, в ближайшем будущем, это срок в 2 недели, я вижу, что он вас на что-то будет уговаривать и уговорит. То есть вы ему скажете «да». Так, еще. С вашей стороны есть женщина, которая может очень сильно обзавидоваться тому, что у вас есть этот мужчина, либо он появится в вашей жизни, да, что вот она увидит, вы там общаетесь, встречаетесь, либо серьезно друг к другу настроены. Женщина, которая действительно будет завидовать, потому что она будет видеть ваши сияющие глаза, потому что она будет видеть этого мужчину, который тоже к вам сияет любовью. И она может очень сильно завидовать и может вам какие-то гадости начать говорить хитрым образом, что если мужчина иностранец, то она будет говорить, ты знаешь, да, они там в той стране все такие, они там женщин используют, продают, там, в общем, там стращать вас будет. Если мужчина местный, то она будет придумывать какие-то истории, что мне где-то кто-то сказал, кто его знает, что он там такой рассекой, там наркоман, сидел, что еще можно там придумать, что он там чем-то болеет, да, что у него там 10 внебрачных детей, да, вот начнет вам рассказывать. То есть она себя выдаст, да, выдаст, потому что не сможет пережить того счастья, которое надвигается в вашу жизнь. Поэтому, мои хорошие, сделайте правильные выводы. И эта женщина, она не подруга вам. Да? То есть ваша дружба с этой женщиной не прошла проверку счастьем, вашим счастьем. То есть пока вы обе были, например, одиноки, либо, может быть, даже она и в браке состоит, но брак у нее несчастливый. Да? Пока у вас все было вот тихо, спокойно, в жизни личной никак, она была вашей подругой, да, она видела вас даже как сестренку свою. Когда у вас все пошло как в гору, да, нормальный мужчина у вас появился, а этот мужчина, он вполне себе приличный, нормальный, вот она начнет завидовать. И это как бы разрушит вашу дружбу. Не надо жалеть, и от таких людей лучше держаться подальше. Вот, не надо ее оправдывать, здесь зависти нет оправданию. Поверьте, чем дальше она будет от вас, тем лучше будет ваша жизнь. Да? Тем быстрее вы личное счастье найдете. Еще об этом предупреждают. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Я не знаю, что еще добавить, да, потому что я вижу, что вот у вас разговор состоится, и мужчина вас на что-то уговорит. Он точно вас уговорит. И уже отсюда вы будете дальше выстраивать с ним отношения. Да? И я так понимаю, что все у вас хорошо. Видите, ангел хранит ваши отношения. Здесь ангелы подталкивают, а здесь один ангел хранит ваши отношения. То есть я думаю, что ангелы сделают все для того, чтобы вы друг друга обрели. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.